В самом центре храма будет находиться космическая модель, которая захватывающим образом будет демонстрировать посетителям различные области мироздания. В частности, там будет гигантская модель, демонстрирующая движение планетных систем в соответствии с Шримад Бхагаватам. Также там будут находиться стенды, объясняющие, как все это сопоставляется с доступными нашему взору движениями во Вселенной. Мы регулярно возвращаемся к вопросу, каким будет реальный размер космической модели. При максимальном размере мы сможем показать высшие планетные системы вплоть до Галока Вриндаваны, но при этом они будут находиться слишком далеко от посетителей. Поэтому мы решили остановиться на более меньших размерах. И, конечно же, все дело в люстре, ее высоте и всех вытекающих отсюда вопросах. Мы продолжаем исследовать этот вопрос, но все же, как это можно видеть, это будет самая большая люстра в мире. И, конечно же, самая грандиозная. Что касается космической модели в главном куполе храма ведического планетария, то в создании этого сооружения мы руководствовались письмом Шрилы Прабхупады, которое он написал в 1976 году мистеру Дхани. В этом письме Шрила Прабхупада объясняет 15 различных элементов, которые, как он хотел, должны содержаться в этой модели, начиная с Патала Локи вплоть до Галока Вриндаваны. Так, в нижней части модели планетария находится Шеша, божественное воплощение, держащее на себе Землю. Здесь показано, как Ананта рассказывает Бхагаватам 4 кумарам. Выше находится 7 подземных планетных систем. Здесь мы видим Джамбудвипу, центральный остров Бумандалы. А Бхаратаварша находится прямо на южной стороне. На острове есть также 8 других варш с Илаврита-варшей в центре. Также здесь показаны различные поддерживающие горы с огромными деревьями на вершинах, как это описано в Шримад Бхагаватам. В самом центре Лаврита-варши располагается Золотая гора Меру. На вершине этой горы находятся города главных полубогов. В центре находится город Брамы, а 8 остальных расположены в соответствии с 8 сторонами света. Двигаясь дальше, мы можем видеть более широкую часть Бумандалы, состоящую из 7 концентрических островов и океанов. 7-м островом является Пушкара-двипа. На этом острове располагается гора Манасатара, на которой находятся города различных полубогов, таких как Индра. Далее расположен горный хребет, именуемый Лока-Лока. Гигантские слоны стоят на горе Лока-Лока, чтобы поддерживать равновесие Бумандалы. По ту сторону горы Лока-Лока располагается область Алока-Варша, которая находится во тьме. Лучи света и других светил доходят лишь до горы Лока-Лока. На острове Пушкара-двип солнце движется над горой Манасатара, достигая в ней самой южной точки своего годового обращения. Выше Бумандалы находится Бувар-Лока, который заселяют чараны, ситхи, якши и гандхарвы. Еще выше находится Сварга-Лока. Двигаясь от Солнца вверх к полярной звезде, мы достигаем Друва-Локи. Это движущаяся часть модели планетария. Здесь вы можете увидеть, как Солнце и Луна движутся на колесницах. Колесницы запряжены лошадьми, бегущими против часовой стрелки. Но поскольку они бегут по колесу времени, которое само движется в противоположном направлении и с большей скоростью, то общая картина выглядит так, что лошади пятятся назад. Еще выше находится звездный зодиак, другие планеты и созвездия. Итак, мы видим, что все движется вместе с Кала-чакрой, которая вращается вокруг своей оси, связывающей гору Меру и Друва-Локу. Выше этих планет находятся планеты 7 мудрецов, Саптариши, или созвездие, больше известное как Большая Медведица. Далее находится сама Друва-Лока, или Полярная звезда. В Молочном океане возлежит Кшира-Дакашая Вишну, являющийся сверхдушой в сердце каждого. Он возлежит на Ананта-Шеши. Выше находятся Махалока, Джана-Лока, Тапа-Лока и Сати-Лока. На данном видео некоторые детали не показаны. На этих планетах находятся такие воплощения Господа, как Вараха, Вамана и другие.
Здесь вы видите Брамалоку. Вокруг Брамалоки располагается Господь Гарбхадакашая Вишну в виде Сахасра Ширша Пуруши. Далее находится 7 оболочек Вселенной, состоящих из земли, воды, огня и так далее. За пределами Вселенной находится обитель Господа Шивы, Шива-Лока, где Он вечно обитает. Выше Шива-Локи находится Махавишну или Каранадакашая Вишну. Из пор его трансцендентного тела исходят бесчисленные вселенные. Как вы видите, здесь ему служит богиня Раама Деви. Далее мы поднимаемся в область Брахмаджиоти, сияние трансцендентного тела Господа. Проходя сквозь Брахмаджиоти, мы достигаем планеты Вайкунтхи. В этой модели мы показали 24 планеты Вайкунтхи. На каждой из них находится четырехрукая форма Господа, держащая булаву, диск, раковину и лотос. Различные сочетания этих предметов создают 24 различные формы. Далее мы достигаем Галока Вриндаваны, где находится Радха Мадхава. Здесь также будут показаны другие основные расы преданного служения. Кришна с мальчиками-пастушками, Кришна в роли господина и Кришна с мамой Ешодой. Это краткий обзор моделей планетария, расположенного в главном куполе храма.